Уважаемые коллеги, леса России имеют важнейшее значение для экономики нашей страны, для поддержания экологического равновесия природной среды, нашей природной экосистемы. И проблема сохранения, восстановления и неистощительного использования наших лесных богатств является одной из самых важных проблем и задач лесоводов всей России. Одним из важных мероприятий является национальный день посадки леса. То есть мы планируем 14 мая провести масштабные посадки лесных культур на всех территориях лесничества. Сейчас подбираются участки, подбираются площади, подбирается породный состав создаваемых лесных культур. И 14 мая это мероприятие будет проведено. Конечно же, особенное внимание будет уделено это наглядной агитации на тему сбережения лесных богатств и освещением именно дня года, Международного года лесов. И, конечно же, в перспективе планируется создание на территории Удмуртской республики лесного селекционного центра, где будут уже создаваться посадочный материал, перспективный посадочный материал с улучшенными характеристиками закрытой корневой системы, то есть брикетов. В своем вступлении не могу сказать, насколько важно, естественно, значение это обеспечение пожарной безопасности в лесах. В прошлом году год был аномально жарким, насколько говорит Гидромет. За 150 лет метеорологического наблюдения такого года не было еще ни разу. Но и мы не знаем, что нас ждет впереди. Возможно, такой год повторится. В том году у нас произошло рекордное количество лесных пожаров, 348 лесных пожаров. Площадь лесных пожаров составила 268 гектар. Среднюю площадь лесных пожаров нам удалось удержать на площади 0,7 га на один пожар. Благодаря, конечно, неимоверно напряженной работе лесопожарной службы. То есть день и ночь люди работали, потому что непрерывный период с постоянным 5 классом пожарной опасности по условиям погоды, а это чрезвычайная пожарная опасность, составил 56 дней. Для сравнения, в 2009 году этот период составил всего лишь 14 дней. Ни для кого не секрет, что 94% по общероссийской статистике лесных пожаров возникает по вине человека. Это именно безответственное отношение человека при нахождении в лесу, то есть при проведении каких-то мероприятий, пикников, отдыха, а также просто нахождение в лесу в целях сбора ягод, грибов, люди допускают крайне небрежное отношение с огнем. В результате чего мы получаем огромное количество лесных пожаров. Главная задача – это обучить детей, обучить людей мерам пожарной безопасности с включением разных способов и методов работы, куда мы включаем и убеждения, и внушения, и заражения. То есть мы рассказываем, насколько на самом деле страшно любая искра, любая спичка, окурок, брошенная на сухую траву в придорожной полосе или в лесу. То есть здесь еще очень важно до детей, до нашего населения доводить информацию о том, как правильно себя вести во время пожара. Понимать, что если пожар очень большой, то или распространяется с огромной скоростью, то необходимо эвакуироваться с места происшествия. Вот эти вот все моменты необходимо отражать в разных, может быть, занятиях с детьми, показывать, рассказывать, объяснять им все. Но ведь кроме уроков, где просто мы даем лекции какие-то или рассказываем о правилах пожарной безопасности, мы также предлагаем использовать и другие формы и методы работы в области противопожарной пропаганды, да и вообще в любом направлении деятельности. Это могут быть проводиться конкурсы творчества. Вот здесь вот представлены как раз у нас работы. У нас ежегодно проходит республиканский конкурс творческих работ по пожарной тематике, детские. И здесь представлены работы, в том числе этого года, где ребята рисуют о пожарах или о мерах предупреждения пожаров, о профессии пожарного. Проект «Возродим наш лес» организовал некоммерческая общественная организация Greenpeace России. Этот проект действует с 2002 года, уже 8 лет, практически больше, 9 лет уже. И начался этот проект с Рязанской области. И на сегодняшний день Рязанская область – это самый активный участник этого проекта, но активно очень эта работа ведется и в Тульской, Ивановской, Орловской, Липецких областях.
То есть вы чувствуете, что я перечисляю малооблесенные или малолесные, будем так говорить, территории Российской Федерации. Мы тоже в этом году приняли предложение Greenpeace России и взяли на себя роль координатора, руководителя этого проекта, цель которого, в принципе, очень проста. Привлечь сельских школьников к посадке лесов. Это не совсем школьное лесничество, их нельзя называть, потому что школьные лесничества создавались когда-то совместно с лесхозами. Они помогали лесному хозяйству, работали на землях Гослесфонда. Мы же сегодня ведем речь о землях, прежде всего, сельскохозяйственного назначения. Это так называемые неудобья. Это овражные зоны, это дороги, шоссе, это реки, ручьи, водные зоны и так далее, где можно было бы садить и выращивать лесные породы, деревья. Представляете, если ребенок из семечка вырастет саженец, посадит это дерево, и все стадии роста этого дерева будет наблюдать, я думаю, что такой ребенок будет экологически грамотным. Если мы помним легенду, мы помним про Робин Гуда, это в Англии происходило, да? Там были такие леса, что разбойник мог скрываться. Его не могли поймать. Не зря легенда это родилась. А сегодня в Англии лесов нет. Там, если парки, какие-то парки остались, естественно, имеется в виду. А если для себя не выращивают, только тополевые, значит, породы, которые, в общем, за какие 20-30 лет дают большую массу, это совершенно только не те леса, ни хвойные наши, там, и другие леса, это не те леса. И вообще сегодня абсолютно доказано, что углерод, вот который цивилизация выбрасывает, только аккумулируется, может, и притом аккумулируется это не совсем никуда, и он не исчезает. Только в древесине, под 90 с лишним процентов. Последние столетия, ну да, имею 20-й, там где-то около 1 градуса потепления, объясняются вот такие стихийные бедствия, где-то несколько лет назад там тайфун Южной Азии, их в принципе не было. Да в самой Америке Катрин, что назывался, да, целый там город затопил, вот таких вещей не было. А вот даже 1 градуса потепления вот к такому ведет. И поэтому, в общем-то, значение леса как такового, понятно, это экономические там вопросы и прочее, это важно. Но вот именно как удержать углерод, только это сейчас сегодня уже превалирует как бы.